Можем официально сказать, что мы готовим лучших программистов в Крыму. Подождите, ну Супер Марио, подождите. Да, конечно, я же ж про это и легенда. говорю. Кто же... Эта история успеха есть также и в компьютерных играх. В основном, что играют, это в Доту, в Counter-Strike. Все будет крутиться, и все в этом мире вокруг информации. Значит ли, что информационные технологии вытеснят человека? Если, говорит, хотите, чтобы у вас народ был успешным, тогда должны быть люди, которые будут делать добро. Если ваш ребенок часами пропадает в компьютере или телефоне, не торопитесь его останавливать. Возможно, это будущий айтишник или программист. Сегодня мы говорим про искусственный интеллект, киберспорт и про информационные технологии. Селям алейкум. Хош келдиніз. Рада видеть вас в нашей студии, потому что мы впервые на самом деле говорим о программировании, об IT-технологиях и информационных технологиях вообще. Что такое информационные технологии? Во что мы погружаемся в этом 21 веке? На сегодняшний день я считаю, что информационные технологии – это то, без чего жить нельзя практически ни в одной отрасли, который нас окружает. Будь то это медицина, строительство, все что угодно, все, что нас вокруг окружает, это тоже телевидение, медиа и все с этим связано. Не говоря уже о том, что в принципе IT уже настолько давно внедрилось и в промышленность, а сегодня это все еще в совокупности с искусственным интеллектом создает некие такие умные системы. Мы знаем, уже есть примеры городов, которые построены на таких системах, используют информационные технологии, вплоть до того, чтобы они узнают, что протечка трубы через пару секунд уже у диспетчера есть информация о том, что она только начала течь, не ждут, когда уже будет порыв. Не говоря уже о том, что в медицине уже практикуют роботов, которые делают хирургические операции. На сегодняшний день, когда вы правда сказали, что ребенок, если играет в игры, нужно приглядеться, там просто должна быть дозированная такая возможность, контроль времени, да. Но в целом это направление не нужно прям строго запрещать. Это мое сугубое мнение, потому что человек, который играет, в принципе, потом становится хорошим программистом. Это как из... Не параллель 100% одно равно, но зачастую такое бывает, потому что у него проявляется тенденция, да. Это если вкратце об IT. Ну, вкратце об IT не скажешь, поэтому вообще мы переживаем такую 4-ю промышленную революцию, да, некоторые предыдущие мы более или менее безболезненно прошли и пережили, но каждая из таких промышленных технологических революций, она сказывается на обществе. Значит ли, что информационные технологии вытеснят человека почти из всей сферы? Я здесь подправлю. На самом деле уже не 4-я, а 5-я. Окей, давайте, я революция сбилась. но я все-таки хочу вернуться к вопросу об информационных технологиях и уйти немножко такой, попытаться в философию уйти. Нас периодически с профориентации приглашают со всякие учебные заведения, где вот должны наши подрастающее поколение выбрать себе профессию. Ну, конечно же, мы идем, рассказываем про IT, но там обычно бывает не только мы. Это же такое комплексное собрание. Обычно это бывают родители. И каждый приходит и рассказывает про свою профессию. Зачастую, конечно, это вот врачи. И кто же спорит, да, про важность врачей. Приходят там, психологи бывают и так далее. Экономисты бывают, бухгалтера. И как-то вот в прошлом в одной из таких встреч в конце начали выходить и каждый стал рассказывать. Дети, самая важная профессия. Всегда должны были считать. И поэтому бухгалтера – это одна из важных профессий, которая будет жить вечно. Да? Следом выходит, так получилось, что следом выходит врач, он говорит, лечить всегда – это самая важная профессия. И так получилось, что последним остался я. Что же мне делать? Да? Убедить в важности было сложнее, да? А тут я сказал о другом. На самом деле, если вот говорить широко по этой профессии, куда бы ни копнули, нигде нет и ни одной сферы без информации. И когда мы говорим про информационные технологии, зачастую почему-то слышат слово «технологии» и забывают про слово «информация».
И вот тут-то и вся вот эта наша философия входит как бы вот в оборот, когда все будет крутиться, и все в этом мире вокруг информации. Ну и вы в том числе, да, как средство массовой информации, и те же врачи, и так далее, и так далее. То есть всех, если копать, то что началось? Вообще со слова началось. Да? Поэтому, если мы говорим в целом о важности информационной технологии, или их вообще откуда она появилась, это с самого начала. Наверное, самое древнее, да? Информация как процесс, или информация как данные. Возможно. У нас здесь, я знаю, сервер, который сегодня является чемпионом, поправьте меня, чего? Действующим чемпионом. Действующим чемпионом По спортивному программированию. по спортивному программированию. Добавьте еще регалии. Я так понимаю, что это не единственная регалия Ну, во-первых, и не я- единственный ваш Да, успех. да. Да. Во-первых, я студент 4-го курса в КИПУ. Отлично. Зинор Джа мой преподаватель, как и Гирей Джа. Мы уже участвовали в 2 олимпиадах, я лично. Одна проводилась в КФУ, мы на правах гостей там были. Заняли 2-е место с нашей командой. После этого нас пригласили в сборную Крыма. И так как у меня не получилось по личным причинам поехать в Грозный, 2 моих ребят из команды поехали без меня. И я должен сказать, по 2 направлениям. Я должен сказать, по одному из направлений неожиданно были очень хорошие результаты. Это безопасность компьютерная. Capture the flag называется на английском. Надо было находить флаги в коде заготовленном. Это считается очень узкой специализацией, к которой мы вообще толком и не готовились. Но поэтому результат был очень радостный. Вы не для нас. рассчитывали, Да, да? мы не на него? рассчитывали. А как вы пришли в, я не знаю, это уже киберспорт или что это? Киберспорт разделяется на много видов. И наша, так сказать, область – это спортивное программирование. Она тоже подразделяется на 3 области. Это спортивное программирование в области алгоритмического. Это исключительно задачи на алгоритмику. Есть продуктовое программирование, когда вы с командой или в одиночку работаете над каким-то большим или не очень проектом. И по результату этого турнира либо какого-то мероприятия у вас будет готовый проект, либо его MVP, минимальная версия. И, как я уже сказал, компьютерная безопасность, в которой в городе Грозном наши ребята смогли занять неплохое место. Отлично. Ваш приход вообще в эту сферу, каким он был? Тоже через игры или какая-то другая история увлечения IT? Да, я еще с детства любил играть, и не только играть. Я очень люблю компьютеры, как сами по себе, как железо, как софт, то есть программы. Я толком и не занимался программированием до поступления в вуз, но при поступлении и после уже на курсах алгоритмизации программирования, введения специальности, мне очень сильно понравилась эта специальность. Я еще более укрепился в своем мнении, что это то, что я выбрал, и то, чем я хочу развиваться в жизни. И вот так я, собственно, пришел. И я хотел стремиться к этому еще даже до того, как знал, что мне это прям очень сильно нравится. Вот так вот. Назимбей, ваш приход в эту сферу, каким он был? Тоже, у всех есть стереотип, да, все те, кто сидит из детства, ковыряется, что называется, в компьютерах, обязательно его профессиональная карьера или будущее будет каким-то образом связано. Это стереотип или... Да, скорее Или отчасти стереотип. правда. Например, я решил, что пойду в IT за 2 месяца до окончания школы, просто потому что было перспективное направление. По ходу обучения уже понял, что достаточно интересно, есть много направлений, что IT разностороннее. Есть там, где ты погружаешься в код и с людьми почти не взаимодействуешь. Есть то, где ты больше с людьми, берешь какое-то техническое задание, передаешь своей группе разработки. То есть очень интересно есть. Если одно тебе не понравилось, ты можешь в другом всегда попробовать. Вообще информационная сфера, да, если говорить о ней в Крыму, да, то есть мы живем на такой периферии, скажем так, да, и как эта сфера у нас развивается, то есть она живет какой-то своей жизнью, она живет в трендах текущих, мировых, что называется, да, и есть ли у нее выход вовне? Можно я добавлю, да, здесь, вернее, я по поводу стереотипов. Давайте. Вот сейчас мы как раз стереотипы услышали по поводу периферии, и это мое вот убеждение, да, вот такая-то относительность периферии. Мы в силу вот своей трудовой деятельности, да, я как преподаватель, так или иначе общаюсь с многими разными вузами, и в том числе ведущими, которые вот считаются ведущими. И поверьте моему слову, то есть мы не в периферии.
Наша есть одна такая отставание, да, что мы можем отставать технически, да, что у нас оборудование может быть похуже, да, для развития вот этого направления. А если мы говорим с точки зрения знаний, с точки зрения методологии, далеко не периферия. Это не просто убеждено, это прожито уже многими годами, многими соревнованиями, в которых мы так или иначе пытаемся, участвуем. Поэтому, если говорить про подготовку и так далее, здесь главный фактор, самый важный, другой. Какой? Это мотивация того, кто хочет быть специалистом в этой области. Я думаю, что это не только касается IT, это касается любой другой сферы. То есть, если человек замотивирован, ребенок есть замотивирован, и не только, да, он добьется. Главное, конечно, что в этом движении нашелся тот человек, который будет ему помогать. Ну, это сейчас такое модное слово, да, там, тьютор или ментор, да, и тогда будет все нормально. И тут не надо переживать прям за периферию или нет. Сейчас, тем более, я говорю, когда все открыто, все данные открыты, интернет есть, ресурсов после 2020 года, после ковидного стало еще больше на самом деле. То есть до этого было меньше, после 2020 вот прям просто пооткрывалась кладезь всяких. То, как говорится, дерзай, черпай и работай над собой. Что из себя представляет IT-сфера Крыма? Чем она живет, занимается? Да? Во все процессы она включена. Как вообще это происходит? На самом деле в Крыму есть ассоциация IT-кластер Крыма. Она уже много лет и потом переросла немного в такую правовую структуру, как IT-кластер Крыма уже. И я являюсь членом экспертного совета IT-кластера Крыма, и, в принципе, мы знаем всех IT-игроков на рынке Крыма. И тут достаточно крутые компании, которые работают на большие крупные компании вовне. То есть это не местечковые. Более того, скажу, если мы говорим про кадры, которые готовят здесь, в Крыму, то можем официально сказать, что мы готовим лучших программистов в Крыму. Потому что и это свидетельствует тому, что в этих IT-компаниях, как в Крыму, так и за пределами Крыма, наших выпускников достаточно много и даже на топовых должностях. В этой части мы готовим вот то, что Зинур уже сказал, менторство и тьюторство. У нас внутри такая а-ля экосистема со студентами, когда первокурсники приходят, и их уже берут в наставничество старшекурсники и помогают им развиваться. Вот в этом году, к примеру, у нас открывается колледж по информации... Как? Ну да, по информационной, прикладной информатике. По прикладной информатике, да. И теперь мы еще набираем с 9 класса на колледж ребят. Потому что запрос на самом деле настолько большой, что коллеги, друзья, знакомые все спрашивают, а куда вот ребенку после 9, знаем, хотим к вам, наслышаны. Мы говорим, мы только после 11, но в этом году уже будет первый набор. Правда, он коммерческий, но у нас с этим проблем никогда не было. У нас мы всегда набирали full... Sold out, как я говорю. Да, то есть поэтому у нас всегда большой конкурс на нашу специальность, и наши ребята показывают большие и крутые результаты. Вот, кстати, Сервер не договорил, он еще президент киберспортивного клуба, студенческого клуба «Идман». Да, и на базе, то есть, этого клуба у нас студенты как раз-таки соревнуются в различных чемпионатах и вот в киберспорте. Насколько я понимаю, эта сфера очень-очень востребована. Да? Как распознать будущего айтишника и где ему реализоваться, прокачивать какие-то свои навыки, погрузиться вот в эту, скажем так, специфическую среду обитания, да? То есть быть среди тех, кто, скажем, увлечен тем же. Добавлю сюда же, это к той экосистеме условной, которую я назвал. У нас на кафедре есть преподаватели, которые практикующие программисты, то есть у которых есть свои IT-компании, в том числе те, которые работают на крупной IT-компании. И, в принципе, у нас есть некая такая дисциплина проектирования информационных систем, где студенты проходят всю иерархию создания программного обеспечения. То есть от заказчика
до конечного разработчика. То есть они получают все эти знания, то есть так называемые софт-скиллы. У нас они делятся, разработка на софт-скиллы, хард-скиллы, да, ну, программист. И он получает все эти навыки для того, чтобы уже прийти в мир, как Назим недавно говорил, это Джун плюс, да, у нас есть такая, ну, вы подпишите там, наверное, да, иерархия, да. Что это? Объясните все равно. Это такая иерархия, как градация квалификации программистов. Они делятся на джуниоров, мидлов и сеньоров. То есть, и в зависимости от этого зависит, как быстро он и принимает, решает задачи, принимает решения, готов ли брать на себя ответственность, либо он просто человек, который делает поставленные задачи, то есть и так далее. Тест на лидерские качества. Да, на самом деле есть и такое. То есть у нас немного, возможно, забегу вперед. У нас очень много девочек учатся, и они достаточно крутые программисты. То есть мы сейчас сломаем еще один стереотип, да, это по еще поводу один того, стереотип, что занимаются проблем этим с только этим мужчины нет. и мальчишки. Мало того, сейчас девочки уже и в киберспорт еще очень хорошо идут, то есть и они прям играют, потому что киберспорт, как Сервер говорил, это много направлений и дисциплин. Основные, к примеру, в основном что играют, это в Доту, в Counter-Strike. Если делим дальше на спортивное программирование, Сервер уже об этом сказал, то есть это целая такая большая сфера, да. И вот если вы слышали, недавно в Казани прошли игры будущего, и там был призовой фонд $25 миллионов. И кто снял куш? Они еще идут, еще не Они закончили. еще Да, идут. вот сейчас должно По-моему, закончиться. Они еще Вот там процессе. разные направления, да. Там Нет, по-моему, там закончилось. Я могу сразу. подсказать, по доте выиграла Да. китайская команда, и топ-3 все заняли китайские команды. Ну, вот китайцы рулят. Вот это. Это уже закончилось же? Да, ну, Нет, там разные направления. Там Можно я в возьму. развитии Да. вашего вопроса по тому, как учиться или не учиться, да, вообще, каким образом готовят, как Юрий Ильич сказал, что там мы сейчас начинаем готовить с СПО, ну, после 9 класса, после 11 класса или колледжа. Здесь вопрос вообще такой, если глобально поставить вопрос, а нужно ли учиться, да? В современных тенденциях, современно вообще сейчас, когда мою себе далекую историю заходить, а когда я начал уже больше лет 35 назад, когда я выбирал направление, это был тренд. Тогда начинался, и все эти годы этот тренд стоял. Но за исключением вот последних уже там год-два, да, когда с развитием искусственного интеллекта, это отдельная тема про искусственный интеллект, но искусственный интеллект вносит свои такие коррективы, да, в подготовку. И стали вообще, если мы посмотрим еще опросы или исследования 5-летней давности, там они все говорили, что еще 10-15 лет это прям все востребовано будет, прям вот топ, и надо идти. И поэтому востребованность, она такая сейчас сильная, как бы, но искусственный интеллект вносит свои коррективы, и теперь люди вообще думают, а нужно ли идти туда? Что если все делает искусственный интеллект? И начинают пересматривать. И вот в этой парадигме я хочу сказать, что мы уже начинаем снижать планку подготовки. И мы долго вообще как бы думали, что надо начинать готовить и колледжи, и запросы всегда были. И мы опустили эту планку. То есть еще ниже. Это оправдано? Это даже мало, я хочу сказать. То есть нужно опускать еще ниже. Да, в школах учат информатике. Ну, это такое. Ну, это такое, да. Но я думаю, что мы придем к тому, что уже будут учить программированию еще в младших классах. Просто я знаю свой кейс. Я где-то в 93-м или 94-м году уже начинал преподавать. И тогда он тогда был учитель информатики, но уже тогда мы внедрили, и она меня пригласила в школу, и мы начинали преподавать, начиная с начального класса, не просто информатику. Если в начальной классе была информатика, то уже начиная со средней параллели, это было уже программирование. И я думаю, что вот то, что сейчас тогда мы делали, оно и сейчас к этому придет. Ну, сейчас программирование преподается на таком примитивном уровне, да, девятиклассникам в частности. Вот. Ну, оно будет... Нет, если это же, смотрите, это же связано с тем, кто преподает. И вот тоже, опять-таки, к вопросу, как готовит и кто готовит. Если вот это, да, те люди, это все зависит от преподавателей, от учителей в школе.
То есть если они Согласна. мотивированы, и они начинают мотивировать И своих если они учеников. специалисты, и они если эти они ручки. специалисты, ну смотрите, даже, знаете как, больше, чем просто специалист, он должен хотеть что-то сделать. Я недавно такую вещь услышал, я думаю, что она как раз-таки и вот Крым-Татар халқымызға, да, должна быть такой линия, что если, говорит, хотите, чтобы у вас народ был успешным, тогда должны быть люди, которые будут делать добро. То есть даже много таких должно быть. И это же из этой категории. То есть если мы приходим на работу и только делаем то, что в наших рамках трудовых обязанностей, это вот оно. Надо делать чуть больше. То есть чуть-чуть больше, и тогда будет эффекта больше. Трудно не согласиться, но вот смотрите, давайте продолжать эту тему в контексте киберспорта. Все-таки для многих IT, ну и киберспорт, вот эта сфера, которая, ну опять же, я сейчас буду феерично в своих стереотипах, может быть, да, но тем не менее, киберспорт связывают с разными игрушками и считается, что это, ну, очень несерьезное занятие, что не для будущего, как бы, вот взрослого человека, то есть это такая несерьезная специальность, несерьезное направление, где нужно и есть смысл развиваться. Развейте эти стереотипы. Насколько это серьезно, насколько это несерьезно, насколько это, я не знаю, прокачивает человека, его возможности, и есть ли будущее у такого специалиста, скажем так. Ну, Спортсмена, для всех тех... можно говорить спортсмена? Спортсмен, да. Ну, для всех тех, кто думает, что компьютерные игры и, в общем, компьютерный спорт – это что-то такое, что, ну, несерьезное. Развлечение. Развлечение, да. Ну, я могу прекрасно аналогию привести. Допустим, очень много ребят играют в футбол, ну, непрофессионально, и горят этим делом. И родители бы, я думаю, склонны больше отдать своего ребенка на секцию по футболу, чем по какой-то там компьютерной игрушке. Ну, потому что есть история Да. успеха, да? Но эта история успеха есть также и в компьютерных играх. Посмотреть же на эти большие призовые фонды в играх. Часто побеждают команды из СНГ, ребята очень сильные в нашем регионе. И там просто суммы колоссальные. То же самое, как в футболе. Немногие могут получить право называться профессиональным футболистом. И из 1000 ребят, которые играют в футбол на любительском уровне, ну, в профессиональный спорт выходят единицы. Также и в компьютерном спорте. Но не надо из-за этого ограничивать ребенка в том, что он хочет и горит этим желанием, занимается этим, если это, конечно, у него серьезно. Тут я бы добавил к Серверу словам еще то, что вот этот стереотип, что компьютерный спорт это все-таки игры и только игры, это вот глубокое заблуждение. Мало того, что мы сейчас уже перешли в стадию того, что это уже спорт, и мы забыли сказать о фиджитал. Да? Фиджитал — это такое направление, когда совмещение именно физического спорта с компьютерным спортом. Когда ребенок играет, он любит играть в футбол на компьютере, в приставку, и потом они выходят и доигрывают это на реальном поле. И тут, поверьте, то есть он будет хотеть играть хорошо и за приставкой, и на поле. Не получится. В реальности, Либо в Counter-Strike они постреляли, вот в лазертаг. в лазертаг постреляли, да, то есть и таких в гонке поиграли на компьютере, поехали, покатались на картингах. И это тоже одно из направлений. Мало того, я хотел бы... взрослых хотят этим заниматься. Да, на самом деле многие взрослые хотят, потому что любят гонки, к примеру, и так далее. Мало того, сейчас ниша, так как она вот новая, можно очень быстро пройти по карьерной лестнице. Это о чем говорил Сервер, что если у футболистов 1000, вот недавно дали кандидатов в мастера спорта по киберспорту. Да. То есть есть своя институциональная история у Да, этого у нас есть федерации и есть календарный план мероприятий, по которым дают разряды. То есть если вы участвуете на этих мероприятиях, то вы полноценные спортсмены. И вот Сервер, он как раз-таки капитан команды сборной Крыма, и вот они как раз-таки представляли уже в Грозном уже сборную Крыма по киберспорту. Какие успехи? Поделитесь успехами команды. У нас, в общем, крымская команда, там была сборная из всех видов спорта. Фиджитал и киберспорт. В общем, наша команда заняла, если я не ошибаюсь, подскажите, 12 место. Да. 12 место из около 40 со всего, было, да, 45 команд, со всей России, со всех республик. Ну, я думаю, это хороший результат, условно, для нашей республики. Мы добавим, что мы обошли Севастополь и Обошли КФУ. Севастополь и КФУ.
Это КФУ отдельно выступало по спортивному программированию в направлении. И да, вот этот результат, я думаю, неплох, но есть куда стремиться. Сегодня прошли у вас какие-то еще соревнования, и вы сказали, что взяли все 3 приза, да, и 3 кубка, или как? Сегодня как был это? чемпионат, Да. чемпионат Крыма по спортивному программированию по дисциплине. Вот просто мы не договариваем. То есть есть спортивное программирование как направление, а внутри уже дисциплины. И вот там одна из дисциплин – это алгоритмическое программирование. И сегодня был чемпионат. Крыма. Да, мы туда, чемпионат Крыма, и туда мы отправили свои 3 команды, все 3 первые места. Ну, я были вас наши, поздравляю, да. Хайр И, да, Волос. ну и команда первая вот была. Да, Севера, наша как команда мы сказали. заняла Да, первое место. я просто добавлю, так получилось, что у Назима братишка тоже айтишник. И его Семья. команда, и он тоже был тимлидом, ну, тимлид, капитан, да, команды, и его команда 2-е место заняла. Так что он еще это не знал, и я его обрадовал. Вот так вот. Ваша история, вы чем занимались? Тоже играли в компьютер? Да нет, ну, понятное дело, играл, но к этому пришел уже, когда начал разрабатывать, когда познакомился с языками программирования, то есть в университете, в частности в КИПУ, дают базу, и если ты хочешь уже развиваться по какому-то направлению, ты уже сам дальше изучаешь. То есть тебе дают в универе, насколько я понимаю, 30-40% информации. Если ты выбрал свое, увидел, что этот язык программирования близок к твоему менталитету, ты его схватываешь на лету, то ты дальше выбираешь это направление. Также у школьников они могут не только играть, а часто на Unity свои игры, например, разрабатывают. Есть инструменты Scratch, Alisa, то есть это любой школьник может зайти, какую-то минимальную свою игру сделать. И этот алгоритм, как он выстраивает игру, в дальнейшем его подведет к тому, как разработка будет идти. Ну, то есть у него логика разработчика, программиста будет. То есть мы в жизни проживаем, то есть есть такие, ну, условно говоря, игры, да, или модели какие-то, да, когда, ну, точнее игры, наверное, да, которые уже позволяют, ну, скажем так, приобщиться к какой-то вот роли, да, в программировании, правильно понимаю? В В том числе, но тут еще хочу добавить, вот, к примеру, есть такие игры, разработка таких игр, как AAA. Это самые дорогие игры в мире, где многомиллионные долларовые бюджеты на игры, там команды очень большие, где и художники, дизайнеры, режиссеры, звукорежиссеры и так далее. То есть целое огромное производство, которое создает эти игры. И там, к примеру, вакансии на разработчиков в эти игры, одним из основных факторов это 3+ лет игр. То есть там ты разработчик на 2-м уровне, то есть ты должен быть разработчиком, но ты должен быть геймером еще, чтобы ты понимал, что ты будешь разрабатывать. То есть, сам сначала попробуй да, то есть поиграть. это обязательное условие, к примеру. Можно добавить, Да, да, по играм. пожалуйста. Вообще надо было задать вопрос всем. Вы вообще играли когда-то в компьютер? Ну, понятно, старое поколение, но уже, я думаю, поколение подождите, начиная Супер от Марио, подождите. Да, это конечно, ж я же про это и легенда. говорю. Кто же, да, даже хорошо еще дальше ко мне. Вспомните, раньше в самолетах летали и выдавали игрушки вот эти, да? «Ну, погоди». Да, «Ну, погоди». А что это, не игры, что? Это уже были компьютерные игры, просто вот в таком формате. И поэтому я говорю, тут правильно надо все направлять, ограничивать, да, ну, правильно ограничивать, не совсем... Мотивировать или да, ставить и задачи. мотивировать, да. Я скажу так, про свою мотивацию, когда я в школе мы вошли вот в IT, да, направление, наш преподаватель мотивировал нас. Она говорит, вот вы вот это напишите эту программу, вот вам 2 часа игр. Ну, мы играли, да. Соблазн. Ну, что? Ну, это не соблазн, это мотивация. Ну, может быть, да. Все-таки давайте еще немножко про киберспорт. Почему? Потому что, ну, насколько я начиталась, насмотрелась про эту сферу, я поняла, что здесь важна инвестиция в команду, да, какой-то тренировочный процесс. Я его себе представляю так очень сумбурно, да, то есть прийти поиграть в игру, это есть тренировка, то есть как-то, ну, опять же, стереотип, да, выглядит несерьезно, и есть понимание того, ну, вы уже сказали, что, ну, скажем так, призовые фонды достаточно большие. Вкладываться в эту индустрию, вкладываться в этот процесс, кому интересно, насколько интересно, и работает ли у нас вот эта вот командная история? Это, смотрите, это направление, наверное, можно относить в большей части к развлекательной индустрии. Если мы говорим про игры, да, те, которые в массах идут, и в том числе, которые популяризируют, да, вот как те же чемпионаты,
Ну, вот я все-таки хочу вернуться опять к зачем это нужно, или вообще какая-то там польза, кроме просто развлечения. Если мы говорим на те же игры, вот у нас сейчас буквально опять наши команды участвуют в одном турнире, он большой, там очень много команд, больше 100 команд. Это турнир по доте. Ну, казалось бы, поиграли, там побегали, но там же включается мозг, где ты должен думать стратегически, ты где должен выступать помощником своим. Это же командная игра. Командная игра, да. Где нужно вовремя отступить, вовремя наступить, вовремя рассчитать силы. И тут, знаете, очень большая, на самом деле, продуманная. И вот это все не просто дается. То есть пришел и победил, так не бывает. Это только часы наигранные, это слаженность команды, это большой такой труд для того, чтобы дойти до больших высот или до больших побед. Поэтому тоже, Что касается материальной базы, к примеру, для именно игр, где мы говорим не компьютерный спорт, вернее, не компьютерный, спортивное программирование, где достаточно простого компьютера, то в играх с дотой там, и так далее, там уже компьютеры соответствующих денег стоят, и тут уже, нужны клубы, которые оснащены этим всем, и нужны вложения. Это как клубы по футболам, и там есть меценаты, которые, или там владельцы клубов, там не будем называть, чтобы крупных мировых клубов, которые вкладывают своих спортсменов. И по факту здесь то же самое. Они могут пойти, если этот клуб купит им компьютеры, даст им время на игры, будет обеспечивать их и физической нагрузкой, и давать им время на то, чтобы работать с лучшими тренерами, обеспечить всю эту материальную базу вплоть до того, чтобы купить им одежду для спортсмена и так далее. Все это в совокупности, если будет, то студенты, спортсмены будут готовиться гораздо... Мы здесь забываем одну вещь, что мы про киберспорт, компьютер, если мы говорим про спорт, и про киберспорт, у нас забывают, физическая составляющая там есть. И там есть нормативы свои. То есть это не просто кто посидел за компьютером, нужно уметь и бегать, и прыгать, и отжиматься. То есть есть свои требования. То есть есть свои требования, конечно. И это в части, особенно для тех, кто переживает, что это будет вот только сутулый ребенок за компьютером, то это не про... То есть это не про это, не об этом. Современный киберспорт включает в себя и физическую нагрузку в обязательном порядке. Но конечно. Смотрите, информационные технологии всегда связаны с такой небезопасностью. Всегда есть риски того, что ты попадешься на какую-то не очень лицеприятную историю. Я предлагаю поговорить на тему безопасности информационной. Почему? Потому что сегодня, помимо того, что это возможности для такой скажем так, упрощения какой-то среды обитания человека, включения в какие-то сферы жизни и коммуникации в том числе, это еще и инструмент для мошенников. Да, актуальная для нас история. Давайте на достаточно серьезный момент. И вот тут когда я говорю немного предыстория, чтобы прийти к компьютерной безопасности. Компьютерная грамотность, наверное, должна быть у всех людей, неважно какой ты профессии, на высоком уровне. И ты как минимум будешь на голову выше своего коллеги, если у тебя с компьютерной грамотностью будет все good. И тут даже опытные программисты на самом деле попадаются на уловки мошенников по безопасности. И это, в частности, особенно когда названивают и говорят, что там вы сделали какую-то не ту транзакцию. И это, в принципе, такое называется... как социальный хакинг, инженеринг, когда о вас знают какую-то информацию, что вы такой-то, такой-то. Ту, которую он выложил сам. Ту, которую он выложил сам в интернет. В и тут очень тонкая грань, когда мы публикуем всю свою жизнь в соцсетях, и думаем, что мы такие крутые и так далее, открытый мир, или блогеры. Потом не обижайтесь, когда вас такие мошенники могут очень быстро подловить, потому что они о вас знают очень много. И им достаточно сделать пару манипуляций, психологических трюков с помощью телефонных звонков, и вы сами им переводите эти деньги на их счета, какие-то мнимые, и так далее. И потом бегаете, доказываете, почему так произошло. Это первое. Второе, если мы говорим про безопасность просто в интернете и
так называемые вирусы, да, или когда шифруют данные, и у вас там очень много, пусть то будет бухгалтерия, либо еще что-либо такое серьезное, где данные могут зашифровать, и потом уже мошенники требуют оплатить Дешифровку. за дешифровку некую сумму, да, еще и в криптовалюте. И почему в криптовалюте, да, потому что его Проследить все-таки сложнее проследить. Хотя сейчас многие биржи уже делают верификацию, и вы просто так на бирже не зарегистрируетесь. Ну, другое дело, что если этот человек вообще находится неизвестно где, и куда-то ушли деньги, искать его отсюда мало кто будет, ну, условно говоря. Поэтому здесь очень важно не переходить на письма на почте по ссылкам. Если вы переходите, это такой совет многим, да, то нужно посмотреть на адресную строку, это так называемое. Туда мало кто смотрит. Вот туда мало кто смотрит, это такие мелкие такие правила, которые ты должен использовать, прежде чем перейти по этой ссылке. Это как не переходить на красный, да? На зеленый светофор для автомобиля. Да, на самом деле. Потому что, когда вы переходите, а еще если у вас компьютер говорит, вы точно хотите перейти по этой ссылке, и ты говоришь, да, конечно, переходи, ну потом... То есть вот такие моменты бывают. Но есть другая вещь. Когда приходят, и люди у нас же зачастую не читают. Поставили галочку, приходит сообщение или что-то еще... и не смотрят, что читают. Сами разрешают доступ к своим же данным. Поэтому важно смотреть, научиться, да. То есть не доверяй, но проверяй. Это всем известные приложения, также без названия, да, которое определяет, как же зовут человека с этим номером телефона. И очень легко так вставляют туда телефон и смотрят, ну, мол, звонит там некий человек. Так вот, как это же происходит все технически? Когда вы устанавливаете себе это приложение, первое, что он спрашивает, разрешите доступ к своим контактам. И вы разрешаете для того, чтобы пользоваться. То есть это такой бесплатный сыр в мышеловке на самом деле. Когда вы даете доступ к своим контактам, то по факту вы поделились всей своей базой контактов, так как они у вас записаны. Вот если у вас записан там Гирей Сейдометов, либо Гирей IT, да, то у любого другого, кто воспользуется поиском моего номера, то там будет записано как минимум несколько вариаций. У вас я записан Гирей IT, у кого-то я записан Гирей Серверович, у кого-то Гирей Сейдометов. И вот у него будет 3 варианта, как минимум это Гирей. И его быстро поймут. То есть тут человек сам дает доступ к своим контактам. И потом обижается, что эта информация есть в интернете. Если в целом оценивать нашу, скажем так, информационную вот грамотность, да, если можно так сказать, насколько наше общество грамотно, что ли, насколько мы владеем этими неписанными правилами? Вот тут вот проблема, и я говорю, я всегда с этим борюсь, стараюсь доносить до родителей о том, что нужно изучать информационные технологии. Мне как-то один из родителей ребенка, которого выбирали еще, пойдет он учиться к нам в университет на нашу специальность, мне открыто сказал, что в игры будет играть. Ну, я говорю больше, что вот в этом году мы уже можем сказать, да, и в игры в том числе он будет играть. Еще пару лет назад я говорил, что нет, он будет только программировать, потому что сейчас это уже спорт. Если вы так себя будете позиционировать, у вас будет 100 человек на одно место набор. А у нас на самом деле практически так всегда и бывает. Да. Но вообще я хотел Назима послушать. По поводу информационной грамотности? Да. Нет, Назим, DevOps у нас одно из направлений. Да? Это как у врачей бывают стоматологи, терапевты. DevOps-инженер – это что-то между тестировщиком и разработчиком. Чтобы разработчик каждому тестировщику не объяснял, какой функционал он дописал, есть стенды, то есть... Давайте, на человеческом говорите. Какая-то среда тестирования. Разработчик написал код, я беру этот код, в одну сборку собираю, раскидываю по разным стендам, и тестировщики понимают, если стенд называется так, то мы здесь пробуем функционал, например, загрузить его максимально, количество пользователей, сколько он потянет. На втором стенде пробуем другой функционал. В больших компаниях, в частности, этот инструмент, DevOps-инженер, он крайне необходимым является. Это облегчает разработку, позволяет использовать приложение в момент его использования, обновлять
То есть человек просто увидел какой-то баннер, что приложение обновляется, вы, например, в банк или куда-то зашли, там технические работы ведутся. Перешли через час, зашли, новый какой-то функционал появился. Вам не пришлось скачивать заново, все подкинулось. DevOps-инженер примерно этим и занимается. А в разрезе безопасности, если немного? Да не сказал бы, что мы безопасностью занимаемся. То есть отдельный отдел есть, который следит за этим, межсетевое экранирование проверяет, там доступы все, технические учетные записи. Это другой отдел, у которого мы запрашиваем уже что-либо. То есть... И вот возвращаясь, кстати, этой теме, откуда вот этот отдел может взяться? Это же не чистый программист, программист, но инженер там на стыке. То вот как раз те ребята, которые занимаются киберспортивной и в направлении безопасности, то этих ребят, в принципе, на таких турнирах уже присматриваются к ним серьезные компании, которые ищут себе безопасников, потому что они на вес золота на самом деле. Потому что безопасники — это правда. То есть... если у нас 5-я промышленная революция, да, и мы погружаемся, погружаемся вот в этот информационный век буквально во всех своих сферах жизни, то очевидно, что безопасники на вес золота. Да, вот если все-таки возвращаться, а потом к информационным нашим новым веяниям, да, и в нашей революции 5-й, про тех, как грамотность вообще людей. Грамотность, она должна быть у всех поколений. Я вспоминаю, что мне довелось учить студента, которому было 75 лет. Кипу — это один известный студент. Это в свое время был Нури Эфенди, наш муфтий, старый муфтий. И он поступил, и тогда стал вопрос, почему-то ко мне пришел наш завкафедры, боялись, что ли, его учить. Сказали, давайте. Я говорю, да, пожалуйста, да. И, соответственно, он занимался. Успешно, и все люди должны так же. То есть, если вы пользуетесь девайсами, если вы пользуетесь интернетом или другими услугами, да, которые сетевые, то будьте добры изучить базы, хотя бы и основу, чтобы потом не попадаться на простые уловки вот этих мошенников. И тогда будет все нормально. Окей, с безопасностью разобрались. У нас осталось самое интересное, как мне кажется, искусственный интеллект. Если говорят, что теперь он может практически все, что он может вытеснить и программистов в том числе, я уже не говорю про художников, про писателей, про еще какие-то специальности, да, то есть этому интеллекту подвластны практически все сферы деятельности. Насколько это правда? Насколько это реально, что искусственный интеллект может вытеснить человека? Искусственный интеллект – это очень сильный инструмент в любой области. Допустим, мы можем с помощью него автоматизировать вещи от, выращивания сельскохозяйственных культур, там просчет количества добавок, натрия, всего остального, и до информационных технологий. Вот тех же самых программистов начального уровня искусственный интеллект, я думаю, может уже сейчас немного заменить. Конечно, не полностью, потому что все-таки за ним приходится всегда что-то доделывать, переделывать, корректировать. В том числе, чтобы безопасность соблюдать, потому что в крупных компаниях есть даже такой пункт, что надо, если вы используете искусственный интеллект, за ним надо всегда рефакторить код, это переделывать его под стандарты компании. И искусственный интеллект можно обучить чему угодно, конкретной специальности, делать ту работу, которую от него хотят. И я думаю, в ближайшем будущем очень многие профессии смогут не уйти на покой, а дать работникам этих профессий клевый инструмент, который сможет за них решать, им помогать решать их задачи. И это буквально прорыв. Вот в моем понимании это очень сильно. Есть такое понятие компьютерное зрение, да, в разрезе дисциплины, вот ребята знают, им преподавал дисциплину обработка изображения мультимедиа. Искусственный интеллект сейчас делает чудеса. Особенно взять, к примеру, самый такой пример 20-й ковидный период, когда ребята-программисты объединились в мире и на основе КТ-снимков легких определяли диагноз
ковид это все-таки или не ковид. С вероятностью 96%, если мне память не высокая изменяет. эффективность. Да, то есть, и тут, если мы к этому моменту прикрепляем специалиста-врача в этой области, его задача просто подтвердить, это правда диагноз или нет, и тогда он будет тратить меньше времени на описание того или иного заболевания, к примеру. Это если мы говорим в разрезе медицины. Там же было точно так же, недавно показывал пример, это когда делают КТ челюсти, и есть скрытые кариесы, которые не видит стоматолог, а КТ их увидел. И КТ обработал уже искусственный интеллект, который обучен на выявление таких предметов. И он говорит, к примеру, в 7-м зубе там скрытый кариес, и врач должен все-таки его полечить, а он его не видит. И тут мы уже не можем без искусственного интеллекта. Возьмем сферу СМИ. В принципе, сейчас можно и текста писать для новостей, и подводки, и анонсы, и сценарии при необходимости. И так во всех сферах деятельности. Давайте пойдем дальше. У каждого дома, наверное, есть уже умный пылесос, либо какая-нибудь видеокамера. Ну, тупит этот умный пылесос. Тут Это про пока. пока. Ну, Да. это пока. Это пока, я думаю, да, потому что их обновляют. Тут вопрос еще, если мы возвращаемся к безопасности, люди ставят себе дома видеонаблюдение и не удосуживаются даже поменять стандартный пароль. То есть, а есть в мире куча сервисов, роботов, которые бегают по интернету и сканируют IP-адреса и получают доступы по определенным портам и видят эти видеонаблюдения, устройства видеонаблюдения, а потом удивляются, почему их видео попало в интернет. Ну, потому что кто-то даже не поленился поменять пароль. А сейчас дома у многих есть умные колонки, с которыми беседуют. И эти умные колонки обучены как раз, они обучаются каждый раз по вашему диалогу с ним. Он уже определяет членов семьи, уже определяет голос. Для компьютера это вообще уже не проблема, когда определяет, что это один из членов семьи, у него свои предпочтения к музыке, и все эти данные хранятся. То есть есть такое понятие портрет аудитории, да, и вот поисковые системы знают о нас больше, чем мы сможем рассказать. Если вам сейчас Потом мы скажут... удивляемся, что у нас в ленте, в наших социальных Все сетях, верно. да, Все верно. выскакивает таргет-реклама. И чем дальше будет, тем точечней. и так далее. То есть в хороших руках маркетологов этот инструмент приносит большую прибыль компаниям. То есть вот... Здесь, наверное, нужно задать вопрос, бояться нам искусственного интеллекта или не бояться, да? Мой ответ, да, что это уже данность. Многие просто это даже не понимают. Это видят, специалисты так или иначе, да, которые связаны с IT. А обычные обыватели, они уже это даже не видят, да, и пользуются. Не различают, да, не различают. И тут стоит вопрос, еще следующий вопрос. А завоюет ли искусственный интеллект мир? Да? Как там у нас возникла полемика с молодым поколением, очень она была бурная. И что, если вдруг будет война искусственного интеллекта? Против человека? Против человека. И это сейчас кажется для кого-то может казаться смешным. Да, на самом деле ничто не становится смешным. На высоких уровнях, то есть те, кто занимается вопросами, в том числе вот философии такой, это обсуждается очень серьезно. Что будет? Здесь сразу на повестку дня второй вопрос выходит вообще про этичные вопросы и так далее. Это очень сложно на самом деле. Это вот мы сейчас легко так рассуждаем. Но я к чему хочу это привести? Что это все равно данность. В свое время паровоза люди боялись. Сейчас это естественно. Боялись автоматизации процесса и думали, как же будут эти упаковщики, да, тех же товаров. А сейчас все конвейерное производство и автомобили. Это будет, и все мы перестроимся. И если хотите мою версию в этой войне, я думаю, что человек все равно победит. Слишком радужно. У вас есть оппонент. Обоснуй. Польза, безусловно, есть в искусственном интеллекте, но надо понимать, что у джунов-разработчиков порог вхождения в IT повысится, потому что зачем брать на работу джуна, когда за тебя эту работу может сделать искусственный интеллект. Это придется как при промышленной революции, то есть кто-то сможет повысить свой уровень квалификации и запрыгнуть выше, а кто-то останется без рабочего места, если говорить в дальнейшей перспективе.
таких же людей, как сказать, никто не будет поддерживать. Давайте тут я скорректирую, всегда всем говорю, и студентам на лекциях, что все, кто присутствует в аудитории, без работы не останется однозначно. То есть объясню почему. Потому что даже самый плохой айтишник, который выпускается в университете, он будет лучшим специалистом в любой сфере деятельности, где смежно будет с IT связано. То есть не напрямую разработчик. Я вот в начале передачи говорил, что это очень важная такая тонкость, где вот вроде есть врач, и есть врач, который хорошо владеет с компьютером. И эффективно будет работать тот, который хорошо владеет с компьютером. Знаний у него будет больше, потому что он больше читает. Ну, тут, конечно, сейчас врачи могут против меня возразить. Да. Я не лезу на их территорию. Дело в том, что, когда говорят, почему айтишники могут разговаривать на все тематики области, с которой их сферы деятельности человечества, да потому что нам задачи поступают иногда. Вот пришел врач и говорит, слушай, мне надо автоматизировать вот эту часть. Пришел сельхоз, говорит вот это. А нам надо разобраться в предметной области. И когда мы погружаемся в предметную область, мы уже знаем, почему берут анализы именно так, и почему их нужно сканировать вот так. А почему? Потому что есть транспортировка. Приходит нам логистическая компания и говорит, а у нас есть вот такая задача, и мы должны разобраться, а как же устроена логистическая компания. А там есть диспетчер, есть врач, который выпускает этого водителя, есть ГСМ, оказывается, это нужно заправлять, еще ремонтировать, а у него еще есть время, срок действия, там, расстояние движения. То есть мы все это в любом случае, получается, изучаем, и поэтому можем разговаривать на многие темы. Да, не эксперты в каких-то областях, но в каких-то мы можем откровенно говорить, что мы эксперты, потому что мы в этой части, к примеру, много лет разрабатываем этот сервис, да, к примеру. И студенты наши делают MVP-проекты, это минимальные жизненные продукты, которые позволяют уже что-то пощупать, да, к примеру. Пришел человек с задачей, элементарно у нас есть бот, да, который нам присылает терминологию по IT, сообщения. То есть ребятам поставили задачу, они изучили, что такое бот, да, робот, там, что он делает. Ему отправили базу слов, терминов айтишных, и вот он с какой-то периодичностью высылает и дает напоминание, что вот такое-то слово. Вокабуляр свой, да. Давайте вот еще поговорим про погруженность, скажем так, ну, мы все-таки крымские татары в первую очередь, да, и погруженность нашего общества во все эти информационные технологии. Я не знаю, насколько корректно говорить, успевают ли крымские татары за этим, не успевают, то есть насколько мы оставляем какой-то свой информационный след. Тут вот прям мы амбассадоры в этой части. Это некорректно говорить, что не успевают, потому что, я же говорю, я состою в экспертном совете IT-кластера Крыма, и те компании, которые там представлены, есть компании, у которых выпускники нашего вуза занимают 35-40% штата сотрудников, то есть этих компаний. Я не говорю уже о том, что наши выпускники по всему миру разбросаны и занимают топовые должности. И в крупных компаниях, мировых известных. И вообще в этом нет проблем. И для нас, когда мы преподаем, вообще нет разницы, кто сидит перед нами, но так получилось, что мы живем в Крыму, и наш народ увлекается этим направлением и уже все больше и больше идет в эту часть. То есть наш IT-кластер растет не по дням, а по часам. Все верно. Здесь про вовлеченность, да, то есть, в принципе, вовлеченность крымских татар во все сферы. То есть я не проводил никаких опросов, конечно, но делаю выводы на основании тех данных, которыми я владею. И мы все общаемся, в принципе. Наша вовлеченность в некоторых местах, наверное, даже выше, чем среднестатистическая. Не знаю, с чем это связано. Это пусть у нас социологи, как раз вот социологи, да, там политологи, пусть поисследуют, посмотрят. Здесь вопрос, знаете, вот... Мы нация стартаперов, по большому счету. Может быть, да. И даже, кстати, вот мы сейчас мысль такую дали. Я хотел раньше о ней сказать, она вот сейчас как раз в тему. Если мы говорим про вообще IT или вот тех, кто работает в этой сфере, у нас такая специфическая сфера, когда обычно же делят людей на две категории. Там, которые там
образное всякое мышление, математическое мышление. Обычно там художники, там, писатели, это там Гуманитарии, гуманитарии, технари, да, а вот здесь технари. Мне не Вот нравится, в конечно, нашей, такая вот в история. нашей сфере это не так. И зачастую я такую задачу ставлю, да, и объясняю своим студентам. Проблема, что мы должны думать за каждый шаг, вот мурашиный шаг, и в то же время мы должны настолько абстрактно мыслить, и, соответственно, это расширяет границы. И мы то же самое, как народ. Мы уже давно расширили до границы. Мое мнение, вообще мы самодостаточная нация. То есть мы не против того, что если кто-то будет приходить и помогать. Но мы, то есть все процессы спокойненько можем охватить и без проблем каких-то. Нация Да. all-inclusive. Ну, можно, наверное, да, если так можно назвать. С точки зрения IT, я думаю, вообще в этом части нет проблем. Просто нас мало приглашают на такие эфиры. Ну, Это же первый. это начало. Это А начало. мы я наблюдаем, думаю. смотрим. Думаю, ну, много тем других IT не рассказывают. Запрос услышан, нотка обиды тоже услышана. Я полагаю, что это наш не последний эфир, в котором мы говорим про информационные технологии, про искусственный интеллект и про все то, что нас будет окружать в ближайшем будущем. И я снова возвращаюсь к своему тезису. Если ваши дети часами проводят у компьютера, не торопитесь их ругать. Скорее всего, это наш будущий айтишник или программист. Чохсагунус, это был проект Меркес, Горушкенджи.